меня в Сибай взяли, назначили заместителем начальника милиции города Сибая. Я говорю, форму я не люблю, я беспризорный. Милиция, все мои родители закрыли в Черемхово, в Иркутской области, как кулака. Я не могу работать там. Ничего, поработаешь. Я говорю, нет. И я отказался. Я говорю, форму такую носить я не смогу. Это честно, честно. Потом хотели исключить из партии. Валихан Фатхулин, ветеран тыла, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Все мы родом из детства. Его поколение закалилось еще до войны, с малых лет познав нужду, голод, безотцовщину. Отца арестовали и расстреляли еще в 1933-м, когда Валихану было всего лишь 1 год. Накануне войны в 1940-м остался круглым сиротой. Проживающая в этой же деревне Кульчура одна из родственниц приютила у себя 8-летнего Валихана. Это надо не забывать, что мы дети войны. Нас сейчас так именуют детьми войны. Мы рано познали нужду, рано познали труд, рано начали трудиться. И даже помогали по силе возможности фронту. Я, например, был истопником сушильной камеры. Для фронта мы сушили чурки какие-то, вместо бензина их вроде где-то использовали. В этот период с голода, с труда, что ли, или как, я не знаю, я распух. Вот. И меня сельсовет АПА, меня АПА, очень молодая Самарбаева, председатель сельсовета молока, отвезла, сдала в Тимясовский детдом. В коллективе таких же рано повзрослевших ребят было уютно. Пусть было много работы в самом детском доме и в поле. Жизненные невзгоды плечом к плечу в коллективе пережить было легче. Труд только закалял. Несмотря ни на какие испытания, будущее казалось осязаемым и радостным. После войны воспряли духом еще больше. Звучали песни, прояснялись сердца. В 1948 году были с концертами баймаки, с концертами детдомовцы из первого Иткулова, откуда приехал Рамадан Явиков, из Тимясова. Значит, я со своим коллективом давали концерт. Оказывается, там был Хусейн Агай Ахметов с Дома творчества из Уфы. Вот он начал нас проверять, данные туда-сюда. О, вы молодцы. Мы готовим национальные кадры. У нас после войны не хватает национальных кадров. Мы вас будем учить в Уфе. Вот. Вам в детдоме скажут, мы запросим, направим вызов, вас отправить в Уфу. Так и сделали. И таким образом я попал в музыкальное училище. Начало пути. Валихану опять повезло. Ему выпало счастье учиться у корифеев башкирского музыкального искусства Рауфа Муртазина и Хусаина Ахметова. Начинали с азов. Днем теории и практические занятия, вечером общение со сверстниками в интернате, где в течение всей учебы проживали будущие музыканты. Бахти Гайсин, Рамиль Гарипов, Анвар Асфаньяров. Очень-очень многие такие знаем. Рафаэль Сафин, писатель. Мы все в этом интернате учились, жили. И впоследствии действительно слова наших преподавателей начали сбываться. Мы вроде стали кадрами республики. После училища я попал в армию. Меня не попало, а призвали в армию. Когда в сборном пункте в Уфе я находился, по всему пункту, по радио и так вот ищут какого-то Валихана, музыканта, какого-то музыканта Валихана ищут. И нашли меня и повели
военкому Башкирии Тагера Гайкусимову, генералу. Сидит за столом, а я ладно, такой маленький был. Ты что ли, мужик? Ты что ли духовым оркестром можешь руководить? Я говорю, могу, я учился, у меня диплом есть. О, не знаю, кому из нас повезло, или тебе, или мне. Мне, говорит, дали из Туркменского военного округа эту заявку. Вот нам надо руководитель духового оркестра для воинских частей, погранвойсках. Мы тебя туда отправим. Так вместо авиационного полка волею судьбы новобранец Фатхуллин стал руководителем духового оркестра, первого в его творческой жизни. Доверие генерала Кусимова Валихан оправдал. Несведущих в музыке простых солдат довольно быстро обучил нотной грамоте, и очень скоро заиграли первые марши. Настойчивого и целеустремленного младшего сержанта заприметили, и после окончания военной службы, пообещав повышение, пригласили на работу в секретную часть. Обещали присвоить капитана, 750 рублей оклад, а солдат получал там какие-то рубли, 2-3 рубля, что ли. И приказал своему какому помощнику: несите сапоги, погоны, одежду и ордер на переселение в офицерский городок. Я стоял, взял, заплакал. Охота домой. А ехать некуда. Секретная часть, если со мной что-то случится, или я предателем окажусь, или какие-то секретные документы разглашу, отвечаю я сам. За мной никто отвечать, кроме семьи нету, родителей нету, братьев нету, сестер нету. Я совершенно стопроцентный беспризорный. Вот меня их заинтересовало мое такое положение. Вот потом, ну ладно, езжай домой. Верный путь. Круглого сироту Валихана никто не ждал, не было дома, куда мог вернуться. И опять судьба улыбнулась ему в лице друга. После случайной встречи с ним на одной из улиц Уфы и приглашения отдохнуть в Буздяке последовало устройство на работу по специальности. Узнали, что я музыкант, что я оркестр могу создавать. У них оркестр был в РДК и без руководителя. Я давай, первый парень на деревне, этот оркестр оживил, собрал ребят, немного подучил. Каждый день в клубах танцы. Это уже для района выходящий вон какое-то событие для жизни района, духовый оркестр. Когда я приехал просто гостить в Буздяк, ну, раз с оркестром дело связано, я постоянно в клубе смотрю, очень красивый, очень шустрый, очень молодая какая-то, по душе девчонка бегает. Я еще пошутил. Я говорю, будь осторожен, я могу тебя влюбиться еще. Я ей говорю. Оказывается, она приехала месяца 3-4 раньше семья после окончания Стерлитамакского культпросветительного училища. Счастливый билет. Фатхуллина вырастили и воспитали двух дочерей. Розалия посвятила себя педагогике, Альфия – инженер-строитель. Рашида Сахиуловна на протяжении без малого года 60 лет его верная соратница и помощница. Свет очей Валихана Хайриваровича, главная поддержка во всех начинаниях. Еще в самом начале семейной жизни с большим пониманием отнеслась к выбору мужа вернуться в родные края. Маленький такой промышленный городок был Сибай. Давай оркестр создадим, давай создадим. Я набрал 5-6-классников, 7-классников учеников из школ и давай их учить. Вот, и ноты, и играть, и все. И каких-то за 2,5 месяца один марш мы выучили. Вот, один марш выучили. И в надежде на нас, что мы уже умеем играть, в этом году горком партии решил организовать демонстрацию. И вот мы эту демонстрацию с этими пацанами возглавили духовым оркестром. Это была сенсация.
Это было в 1959 году. С Сибаем связано очень много радостных событий. Родились дети, Рашида Ханым закончила здесь медучилище и всю жизнь проработала фельдшером. Оркестры под управлением Валихана Фатхуллина на протяжении нескольких десятков лет являлись одним из главных украшений города. В семейне уже 2 детей, работаем в Сибае, и я решил продолжить учебу. И поступил в Ленинградскую высшую ВПШ называется, Высшая профсоюзная школа называлась. И вот, и культурным уклоном. Мой диплом оттуда называется «Организатор-методист культурно-просветительной работы высшей квалификации». Меня назначили директором Сибайского драматического театра. Настроение праздник. Перед пенсией Валихан Хариварович проработал в Сибайском педучилище. Подрастали внуки. Фатхуллины больше времени начали уделять им. На склоне лет купили участок в деревне, занялись скотоводством, чтобы приучать к труду и младших. Когда скажут «не хочу», я говорю, будете делать все через «не хочу». Дети, сейчас у нас девиз «через не хочу». Вот в своих фотокарточках он институт Ленинградский краснознаменный кончил 2 красными дипломами. Один дали ему как основному, это военному, а другой как переводчику английского. И вот забрали в Москву. Начал очень хорошо работать и забрали в Сирию. Совсем недавно Фатхуллины переехали в Уфу, ближе к детям. В столице им нравится. Здесь много мест, связанных с дорогими воспоминаниями. Одним словом, жизнь удалась, тем более я круглой сироте, беспризорнику. В этом, конечно, заслуга моей второй половины. У нас дети какие-то родились, похожие на нас. Мы обои альтруисты, обои оптимисты. Мы почему-то жизнь видим только со светлой стороны.